В Турции всегда увидели. Инстаграм, Фейсбук, Да, я знаю. ВКонтакте Я есть? подписан. Да, ВКонтакте Есть однозначно. «Контакт», В совокупности «Одноклассники» есть, ну и сайт. 80 тысяч. Ваковский сайт. Ой, и да. наш сайт. Ну, ладно, Всё нормально. Давай. Берём. Проверял этот. Шойгу. Добро пожаловать. Рады приветствовать вас в офисе организации Лошара. Как я понял, первый раз здесь. Для наших зрителей, которые сейчас к нам присоединились и в последующем посмотрят запись этого эфира. Если так позволите, почему? Потому что, если честно, мне этот пост более интересен оказался, потому что там больше информации было. Экс-руководитель комитета по репатриации Республики Абхазия. Ну и я вот заметил, 17 июля 2018 года президент Республики Абхазия вас назначил на должность полномочного представителя Абхазии в Турции. Вы не поверите, сегодня ровно 8 месяцев, это 2 дня. Я вас поздравляю. Вот. И сразу же, как мы уже обмолвились, вы здесь не первый раз, имеется в виду в Карачаево-Черкесской Республике. Поэтому задам такой более простой вопрос. Как вам вообще Абхазия и Карачаево-Черкесия, как вот и там родная земля, и здесь родная земля? Как вы себя ощущаете там, как вы себя ощущаете здесь? Это уважаемый разговор общения было, но я благодарен вам за встречу, за прием и, честно говоря, неожиданно чуть-чуть. Я ожидал, что в другом формате такой будет, не думал, что... Хотя я и предполагал. Приятно. Да, правильно подмечено, и указом президента в июле месяце назначен полномочный представитель в 17 году. В 17-м? В 17-м значит, году. 2 года. Да. Год и 8 месяцев. И по понятным причинам, известным причинам, и сложно было приступить в июле к работе. А представительство, если позволите, да, я скажу, что на днях буквально в начале этого месяца, 25-летие, мы отмечали, причем праздновали мы не праздновали, но отмечали в Стамбуле, и вспоминали как вы сказали, руководитель этого ведомства. То есть это там первым был в 1994 году. Первым был назначен Владимир Джамалович Авицгой. Долгие годы проработал. Это человек-легенда, на самом деле, сегодня с огромной теплотой, с уважением вспоминают и относятся к нему. Он ведущий научный сотрудник Абхазского института языка и литературы. Он в возрасте довольно-таки, я извиняюсь, очень прикольно, но огромный энтузиазм, огромное желание и возможность у него есть, великолепно работает и возглавляет отдел при институте. Вторым был назначен туда Инар Кицма, ваш коллега, вы знаете прекрасно, с Алясом Сабуа, и мы вот сейчас втроем, у нас 3 штата, 3 человека, я и 2 советника, это Чансух Лазба, и в октябре, 1 октября приступил Стамур Богатели. Кстати, он находится здесь со мной, но не в Черкеске, он остался в Кабарде. Правильно вам было подмечено, это не первый приезд, это уже в личности председателя Государственного комитета по репатриации. И, естественно, было большое желание приехать сюда, и сейчас конкретно, более раз я сюда приезжал в Кабарду, приезжал и в Адыгею, и для меня это всегда был такой, знаете, настрой. Я ехал сюда и знал, что я еду к братьям, я знал, что в родные края, и так, сейчас я не знаю, для прессы это, я думаю, что подрежете чуть-чуть там. На следующий день я могу сказать, что я гражданин республики, я здесь прописан, и сказать, что я ваш житель этого, на постоянной основе не живу, но хотелось бы, честно говоря, чаще бывать, и я здесь приобрел друзей,
благодаря вот той работе, то, что вынесли в представительский комитет, это 2,5 года, и мы тесно и плодотворно с общественными организациями этих республик. Я старался наладить работу, и в частности, у нас очень хороший, теплый, человеческий, да, и по работе. И я считаю, что мы достигли неплохих тоже результатов с моим другом, братом, с Володей. И мы даже вышли на тот ранг, что подписали между госкомитетом и организацией соглашения. И в частности, как я себя здесь хорошо чувствую, неплохо чувствую, великолепно чувствую себя. И самое главное, знаете, как, ну, вы же сами сказали, что там в Турции это суета, это атмосфера, это огромное количество людей, транспорта, трафик, да, 20, почти 20 миллионов жителей Стамбула, да, и когда приезжаешь. Дим Николаевич, вот говоря о Прекрасно Турции, встреча. как раз я подхвачу вас, в интернете вычитал, что вы встречались с мэром из Кишихира. Интернет чуть-чуть преувеличил, мэр не города был, а мэр района города из Кишинева. Ага, ну как глава районной Префект. администрации. Префект, да. Ага, спасибо. Вот я почитал несколько источников, но они в общих чертах так дают, ну, откровенно говоря, вода. Вот расскажите немного об этой Вы же встрече. понимаете, почему вода? Ну, вода. Потому что на самом деле сложности большие. Я как-то вскользь упомянул, что Ага. приступить мы к работе определенное время не могли. Ага. Это из-за того, что были препятствия со стороны посольства Республики Грузии. И ряд посольств, друзья Грузии. Да, российский Активно. источник это упоминал. Активно, кстати. очень даже, и только благодаря диаспоре нашей, кстати, очень сильно помогли это в Абхазфед в лице председателей, и подключились туда депутаты турецкого парламента. Там у нас сегодня 2 абхаза, да, в парламенте, и до 10 адыгов депутатов. Мгм. И вот благодаря вот их работе и благодаря руководителя кафе, да, то есть диаспора, вся наша кавказская, они сплотились и пришли, смогли добиться, чтобы они находились на законной основе. Пребываем мы сегодня довольно-таки, да, есть со стороны постоянные какие-то там недовольства со стороны посольства Грузии, постоянные жалобы в МИД Турции, в соответствующие инстанции. Эти жалобы, они как грибы, там, я не знаю, как на дрожжах, это тесто растет, но все равно мы сегодня пребываем, у нас соответствующие документы, и вид на жительство, и я могу даже сказать, что мы смогли, что в Абхазии, руководители Абхазии сегодня приобрели на территории Турции квартиру, это часть собственности Абхазской республики. И мы уже не где-то там, допустим, снимаем или арендуем квартиру, это уже государственная квартира, и мы буквально 1,5 недели тому назад переехали. Что касается встреч, ну, естественно, да, и я могу сказать, что вы понимаете, что Турция это, ну, знаете прекрасно, большое государство территориально. И 10 лет уже существует там Абхазский культурный центр. И под эгидой Абхазского культурного центра у нас 14 дернеков. Дернеков разных компактных проживаний в разных регионах Турции. И мы со всеми, безусловно, работаем. И мало того, сейчас в прошлом году 14 дернеков, сейчас вот на стадии открываем мы 15 дернек. Сейчас буквально в этом месяце, в ближайшее время. Плюс ко всему сложно, конечно, да, надо понять, почему вода, потому что не все освещается, и жалобы и эти инстанции не только на нас, а на тех же руководителей партии, начиная региональных и городских, я не знаю, там, всех уровней, руководителей тех же
мэры, губернаторы, с кем приходилось на самом деле встречаться, и большой натиск на них. И, естественно, это все мы не можем отразить, мы это все ставим. Кстати, мой приезд с Тамуром, это было связано, у нас встреча была проведена в Анатолийском университете. Это университет один из крупнейших, пятерку самых крупных университетов мира, и филиалы в 8 государствах, и у него в этом университете учатся до 3 миллионов студентов только заочно. Ректор нас встретил так тепло, и что даже, я был поражен. Я его попросил, чтобы не было. Я сказал, что господин там посол все время, и это подчеркивал, он собрал. Наша встреча после азербайджанского посла была, кстати, только посол Азербайджана ушел, и я попадаю туда. И вот на таком же уровне я его попросил их помощников, чтобы они не отражали там прессе, что посол там, нету такого института, есть полномочные представители, и они так и опубликовали, я не знаю, посол, почему. Потом после нескольких звонков мои просьбы, они поменяли это все. Дальше мы во втором университете, Осман Гаязык, там называется университет, и очень интересные предложения. Они готовы с нами сотрудничать в тем направлении. Мы сейчас, мой приезд уже был связан с встречей там с ректором, с министром образования, и чтобы мы организовали бы приезд в Абхазию. Было бы $1000 обходится, и переход этой границы все осложняется на все сложно очень. Я напомню, что после военного периода, во время блокады, 7-летней этой всей блокады, у нас курсировало морское сообщение было между Турцией и Абхазией. И вопрос остро стоит, и я думаю, что мы тоже этим вопросом плотно занимаемся, и я не знаю, какой период, когда мы придем к этому, но думаю, что это в ближайшее время какие-то надежды есть, и мы должны это, безусловно. Остро стоит, безусловно, изучение языка, и я, и бытности моей, мы занимались этим, присылали с Абхазии преподавателей. И сегодня Министерство по репатриации специалистов. Но я могу сказать, что, я не знаю, для прессы, я могу эту же информацию сказать, что вот сегодня в Душчинском университете открыта кафедра абхазского языка и литературы. Душча. 13 марта туда приезжал директор института абхазского языка и литературы, вернулся он 16 уже в Абхазии, Ардашева, и по договоренности 3 педагога направлены, это квалифицированные, это кандидаты наук, доцент, приступают они в ближайшее время, то есть кафедра практически уже на старте, все уже там ничего нам не мешает, и начинает работать. То есть это прорыв большой на самом деле, и я думаю, что если вплотную, Муса Хавалевич, мы с вами займемся, и параллельно, может, не исключаю, что можно к следующему году и кафедру абхазинского языка и литературы это легко и спокойно можно открыть. Кстати, там открылась уже кафедра абхазинского языка и литературы, так что это очень легко, власть идет на встречу, и можно, наверное, нужно это вопрос. Вопрос здравоохранения, который на самом деле волнует нас всех и волнует жителей Абхазии. Надо признать, что некоторые так у нас Грузию посещают, и мы плотно занимаемся, мы хотим оторвать от Грузии, честно говоря, и перенаправить хотя бы перенаправить это в сторону Турции. И вопрос приезда у нас был в Стамбуле встречи министра здравоохранения Цахнатья с ведущими специалистами, врачами Турции, и ряд посещений как государственных, так и частных клиник. Мы пришли к тому, что я думаю, что в ближайшее время мы можем принимать
с Абхазии больных, и это сердечно-сосудистые, это онкологические заболевания, то есть тяжелые вот эти, к сожалению, у нас процент больных очень высок по онкологии и сердечно-сосудистой. То есть направления разные направления. Мы сейчас, я знаю, что вы наверняка будете знать, что в мае Министерство по репатриации фестиваль проводит, да, и аналогичный фестиваль мы планируем в августе в Турции провести. Мы смогли усадить, да, признать на самом деле, это было историческое, если можно сказать, усадить, к сожалению, я об этом говорю, но я думаю, что можно этим тоже дорожить. Руководителей кавказских домов. Было там чуть-чуть разнобой, это мы смогли 8 человек, 9 человек представителей этих всех руководителей интернета. Впервые это в Кайваре это произошло, мы где-то говорили, что совместно давайте проведем фестиваль. И я пожелал им и попросил, чтобы это вторая встреча, я, не знаю, набрался наглости, так и предложил, чтобы следующая встреча произошла в Абхазии, где я попытаюсь, по крайней мере, через ведомство, в котором я работаю, сейчас министерство, чтобы центром это было, и мы там совместно еще раз встречу провели. Пошли на встречу, мы этот приезд это тоже обговариваем, отрабатываем. Такая ситуация. И я благодарен на самом деле руководителей всех этих кавказских интернетов, потому что ни одно мероприятие не проходит без приглашения, без нашего участия представительства. Я, сейчас есть какие-то накладки или выбиваешь, не успеваешь, и все равно представители. Я выезжаю в одном направлении, то есть эти ребята тоже выезжают. И мы в тесных, дружеских, теплых, человеческих таких сохраняем, мы это увеличиваем. Я думаю, что единого... Дим Николаевич, вы, если честно, так профессионально все презентовали, на добрую половину моих вопросов ответили уже, но... Если честно, я не все могу сказать. Я хотел бы это все рассказать, но я попытаюсь ничего не Ну вот на укрыть одном от вас. моменте я бы остановился. Расскажите, пожалуйста, побольше о планах взаимодействия и о общении и контакте, коммуникации, если так можно выразиться, с Всемирным Абхазо-Абазийским конгрессом. Эта тема очень такая интересная. И я вам скажу, что региональный турецкий возглавляет Ахмад Хатат. Я не знаю, был он в прошлом году здесь, да, участвовал. И у меня самому не получилось, я с удовольствием приехал бы с ним, но мы уже занимаемся. Я вам скажу, что полотно, и мы также подключились, занимаемся. И я думаю, что эти игры, они, безусловно, продолжение будут иметь. И в этом году даже один из советников лично будет участвовать в этих играх. Да, и я в качестве зрителя, наблюдателя и тоже с удовольствием приеду. Разговор у нас великолепное сформировалось отношение между Абхазфедом и Абхазо-Абазийским конгрессом. Я еще раз говорю, что личность, которая сегодня возглавляет, она достойная фигура и удачный выбор. И напомню вам, вы безусловно знаете, что до этого руководителем Абхазфеда с первых дней вообще создания Абхазфеда, он был генеральным секретарем, руководителем, он один из активнейших, патриотично настроенных и достойных всем своего народа. И я вообще не представляю нашу работу без его участия. Я даже представительство. Да. Это огромная помощь, это мощь и фигура довольно-таки серьезная. Все акции, которые, акции, это, безусловно, вы знаете, и вы на контроле, на пульсе это все держали, и я имею в виду гуманитарные линии, которые были проведены в конце года ушедшего и в начале еще года, с участием Абхазфеда, и я тоже на фабрике какие-то с ними выезжал, там и они подбор комплектующих всех, направляющих в Абхазию.
Я участвовал тоже там, потому Гуманитарная что помощь. неспроста я туда попал. Не то, что технологии изготовления или там качество сейчас ясно но то, что мы влились в единое, да, и представительство, и атмосферы, и Абхазо-Российского конгресса, да, вот в Киев. А там в высший совет входят из Турции 5 человек, да, ряд человек входят, эти ребята, которые на самом деле пользуются огромнейшим авторитетом, и люди, которые надежные, люди, которые могут принести пользу, огромную пользу. Это не просто своей молодости или там, на энтузиазм, это на профессионализм. Я думаю, что и воспитают дальше тоже поколение. И, кстати, большую роль вот о чем я выше говорил, встречи, да, вот эти кавказские. Надо понять, что мнения, да, некоторых интернетов, они в разы с линией там по понятным причинам. Да. Ни в коем мере нельзя не понимать, нужно выслушать, нужно ценить любую линию. И я, честно говоря, великолепно все это понимаю. Но, к сожалению, ну, по реалии, по ситуации мы не можем там этот путь избрать, оно, ну, понятно, сейчас не буду раскрывать эти все детали. Это настрой там соседям. То есть единственное вот в этом направлении. Но мы его выравниваем и вот в создании этой атмосферы, да, в создании этой встречи и вообще это большую роль, конечно, члены Высшего совета, да, католицев, они сыграли. У нас великолепно не видим проблем, наоборот, мы все мероприятия, которые проходят, мы вместе посещаем. У нас единый, если я скажу, план работы, я сейчас, безусловно, неправду, но мы предоставили федерации, и Ахмат знает наши действия. Я знаю, что завтра будет, что предпринимать либо завтра Ахмат Хабад и федерация. То есть мы одной утяжки, у нас хорошие решения. Вот вы как полномочный представитель наверняка отслеживаете не только патриотические, общественные, гражданские линии. Я более чем уверен, мы вычленим для себя из одного интервью, пресс-конференции представителям СМИ, которые работают в Республике Абхазия, такое предложение, как товарооборот между Турцией и Абхазией достиг определенной суммы, я не буду озвучивать. И одно слово мне очень понравилось, как бизнес-климат. Ну, да. В этом плане наверняка, я уверен, и президент Республики Абхазия, и очень много людей заинтересованы в том, чтобы как-то привлечь не только инвестиции, но и в целом бизнес, может сети, может внимание государства Турция в Республику Абхазия. Я понимаю, может, в общественной организации не совсем в тему это влезает, но я уверен, зрителям это интересно будет. Например, меня это заинтересовало, почему? Потому что, ну вот, я не знаю, я хочу послушать вас. Да, из первых уст, как говорится. Зрителям приятно будет это слышать, что сейчас я буду произносить, и вообще правильно я произношу, но чтобы, знаете, как, безусловно, надо слышать просто предложения Абхазфеда или там изучения какой общественной организации, представителей республики должны слышать. Первых дней мы все время предлагаем провести экономический форум в Абхазии с участием бизнесменов, да, нашей диаспоры, провести ряд мероприятий. Ну, например, тоже в области туризма. Я далек от мысли, что я при всем огромном уважении, да, что здесь в России, в частности в Краснодарском крае, нужно чему-то научиться. Мы же понимаем, что бизнес на чем строится. Здесь нет такого масштаба. Можно было, безусловно, с участием представителей Краснодарского края, с участием нашей диаспоры, тогда бы совместно провести. Но мы же понимаем социально-политическую, общественную ситуацию в Абхазии. Вы, уважаемые, да, Мурат же не вложит самолет свои финансы. Во-первых. Во-второе, нужно создать климат благоприятный. У нас мы должны понять, что время, да, ежедневно, ежечасно мы упускаем время.
нам Всевышний позволено, да, не было в истории нашего народа, и нашего народа не было такого момента исторического момента. Я неспроста вообще о корабле заговорил. Понимаете, 7 лет блокады. Мы же понимаем, что говорить об этом, кричать открыто. Мы сейчас занимаемся, кстати, все архивные эти материалы, они сохранены, к сожалению, за этот период, за это время не переведены. Мы же понимаем, что благодаря диаспоре мы просто выжили. Надо благодарить и надо это все. Когда был, в чем дело сегодня, что произошло? Почему воля должна быть руководством? Ну и должны создать просто обстановочку нормальную. И понять, что и там пропадет язык, и традиции, и этнос. Можно вам задать вопрос больше не как сотрудник организации Алашара, а вот, как, не как председатель, как его полномочный представитель, чтобы я... а вот просто ваше экспертное мнение услышать как старшего наставника. Принимая участие в работе этого форума, я услышал и ознакомился с одной моделью, которая как раз влияет на вот этот климат, именно социальный, как вы говорили, межсекторное взаимодействие. Российская Федерация это устроена как государство, бизнес, общество, общественная организация, вот их три. И причем нету каких-либо половинчатых, есть строго три. Вот как вы думаете, можно ли сейчас качественно в короткие сроки усилиями общественных организаций как-то повлиять на этот климат? Это вот вопрос именно от меня лично. Это вот в позитивном ключе, да, я спрашиваю. Почему? Потому что вот я заряжен работать, и вот как вы считаете? Вообще, наверняка в курсе, что вчера, в понедельник, проходило заседание парламента, депутатского корпуса. Завтра будет продолжение. Вопрос какой стоит? Я отхожу от этого, но в целом это все одна цепочка. Вопрос какой стоит? Изменение закона о выборах, да, в республике Абхазия, чтобы или два варианта: проводить выборы в признанных государствах, или второй вообще нигде не проводить, только на территории Абхазии. И очень интересно, звонок поступил, я нахожусь в Стамбуле, звонок от руководителя парламента, на голос ставят одного из руководителей, на голос ставят и говорят: ваше мнение. Все депутаты вас слышат. А я нахожусь на улице, там толпа людей. Шум такой, да, характерный. Я не мог понять, что от меня ждет. Какой голос я был? Ну хотя бы вы дайте мне возможность зайти в кафе куда-нибудь или там. Ну, нет, вот все слышат. Что хотите? Ваши отношения. Какое может быть отношение? В 2014 году я там находился, выборы президента проводили. Я говорю: ребята, ну, уважаемые депутаты, нельзя так совести. Не должны там ходить. 73 нации народности, члены НАТО, там, не знаю, ООН. Прекрасные, да, нации народов. Никто не смог добиться, да, президента выборов. Впервые в истории современной Турции, да и Турции, мы смогли провести выборы президента республики Абхазия, не признанной на территории Турции. Да, были ряд препятствий, да, закрыли участок, да, пришла полиция. Один наш депутат Баба взял урну там с 11 до 4 смог сохранить. Вот в выходной день открыт был зал заседания судебный, процесс прошел, где вынес вердикт, что правомерности поведения дальше продолжить выборы. То есть в уставе сегодня Абхазской Федерации, не знаю, каким образом они смогли это провести, но Абхазия имеет право. Нельзя лишать права голоса. А те фантазии, которые расскажут, что на Северном Кавказе, в частности здесь и в братских других республиках десятки тысяч, и в Турции завалили там паспортами и все это, и одну позицию нету этого нету. По крайней мере, точно в Турции нет. Да я знаю, что здесь этого нет. Ну нельзя вообще решать.
То есть рядом, в чем вы все это говорите, можно поломать, можно выстроить. Я более того уверен, что у нас исторический шанс. На самом деле. И у нас один шанс. К сожалению, как бы это с моих уст это не звучало, у нас есть возможность выпрямить всю эту ситуацию. Я думаю, что результаты выборов покажут, да, что у нас неплохая молодежь, у нас неплохие, патриотично настроенные, и все это по-доброму люди, которые хотят строить на самом деле, надоело четверть века, как все это, понимаете? Да. Я думаю, что мы совместно с вами, там, здесь, мы эту ситуацию должны это выиграть. Ну, вы меня знаете, как я, по-моему, на этом свою карьеру закончил. Не, ни в коем случае, это частная беседа. Да нет, я Владимир Николаевич, предлагаю отойти от серьезных тем, уже ближе к более теплому. А там в отношении этого, я извиняюсь, товарооборота, да, это, на самом деле один период достиг 250 миллионов долларов товарооборот для Турции. Вы представляете, что Это за год или... Да, да, был такой период. Ну, сейчас где-то в пределах 120-130 прошлый год. Но я же говорю, что это можно смело увеличивать 4 раза, в разы увеличить, 4 раза можно увеличивать. Потому что, понятно? Это официально или нет? Нет, я цифру, которую, да, озвучиваю, это официально. Официально Сейчас вы посмотрите, да. дальше было, да, это есть. Давайте. Теперь более о теплом. Мой самый любимый, в кавычках, неудобный вопрос. Я задаю его всем, с кем мне выпала честь беседовать. Когда впервые и что вы слышали про организацию Алашера? Нет, ну я признаю. Сейчас я вам скажу, что я Очень неудобно вопрос. с детства слышал, это, ну, понятно, что... Но я вам сейчас впервые когда не могу, ну, вплотную все это я уже в 15 году, это когда был 14 году, когда я был назначен, да, председателем госкомитета. И плюс до этого я работал первым замом главы администрации района, Гулевича, в частности, и там. В принципе, я вам интересную историю расскажу. Нужно, не нужно, я еще после военного периода работал главой администрации села, был такой. И я выходил с этого села. И вообще по Подольскому ущелью дал забал, что вот это направление. Я сегодня ребятам тоже говорил, основное изгнание, все это первый этап оттуда. 4236 хозяйств, дворов ушло. И первые переселенцы с Мингрели, с Грузии, попали в это село. Перед войной 1280 хозяйств, из них 697 хозяйств жили грузины. Это да, задолго до Лаврентия Павловича абхаз переселен строили задолго. И я хотел, честно говоря, чтобы возобновить вот это, да, все это, чтобы абхазская речь и все это. И в период главы администрации работы 279 участков были отданы. 202 хозяйства, это Турция. Я прошу прощения, что я правильно помню, 49 это Карачаево, Черкес и Калабина, Болгария, там Иордания, там Сирия, еще до войны, до сирийских событий. То есть я хотел, чтобы это было на самом деле. Потом уже и в бытности первого зама главы администрации района и до этого зама я курировал непосредственно репатриацию. Просто репатриацию, потому что в этом районе основная масса проживала. Не было ни у кого, из всех районов Абхазии нигде не было, только в этом районе национальные обязанности прописаны были. Просто, хотя и в других районах там частично где-то проживало иное количество. Но полотно это уже председателем госкомитета когда был назначен. Так что вот так. Но совсем плотно начал работать, это уже вот, да. Ну, Турции, да, мы же уважаем. Если, хотя я и председателем мы знакомы были, работали, мы, кстати, я сейчас, может быть, и неправильно,
что с ним приезжал я, который был впервые, два раза я выезжал в Иорданию, даже могу сказать, что мы там заключили с диваном в Иордании соглашение, до этого с Федерацией Турции. То есть эти направления были сейчас нескромными предметом. Да, так, знаком. Я предлагаю на этой интересной ноте чуть подытожить, просто у нас время эфира чуть Я ограничено. предлагаю дальше работать вместе. Давайте, Да, мы да. только за, я думаю, там и в комментариях много И будет. я вам скажу, что Да. сегодня в Высшем Совете, если так выражение, в этом в Хазфеде, нету там такого, чтобы ты должен быть там обязательно все фаси ядыки там и все любовь для всех народов Кавказа открыты двери. И это очень хорошее начинание. И было это в принципе, может не так уж в Москве, но сейчас очень хорошо. И у нас там и театры, и театр на Абхазский театр у нас там называется быстро удивительно. Почему быстро? Ну, быстро, да. Вот это есть ансамбль, второй ансамбль, третий. То есть это в плане. И, кстати, танцуют не только представители, даже в ансамбле там есть и этнические турки, что танцуют тоже. То есть очень интересно. Я готов, я с удовольствием и с огромным уважением. Ладно, мы познакомились, кстати, мы в Абхазии, в Турции, да, в Абхазии. В Абхазии Абхазии, познакомились. Первую деятельность нашу совместную в Турции. Да, мы на связи. Ну, если скажу, что неделю раз я ему не звоню, это я на самом деле совру. Это мы постоянно на связи, ежедневно, сейчас ему приложить не могу. Но мы можем раскрыть такую тайну тоже. В ближайшее время делегация Абхазфеда приедет в Нальчик. Я с ними приеду, буду сопровождать их. У нас готовы соответствующие документы, где будем мы заключать с ними. Мы выходим на такой уровень. Если вы позволите, Абхазфед без возвращения их, без посещения вашей организации до этой прекрасной республики не будет этого. Я вам обещаю, что Черкесск не заедет. Вы можете заключить там, отметить здесь. Мы можем заключить там, отметить здесь и, безусловно, продолжить. А вот это в Адыгее можем, ну, кофе тоже. У нас такая традиция, вот к чему я все веду, в заключении эфира наши гости произносят пожелания и напутствие. Можете напутствие, затем пожелания. Желание одно подрезать, вырезать там. Это в прямом эфире. Пожелание, что я на самом деле искренне рад, что я здесь нахожусь. И понятно, честно, для меня неожиданно было. И совершенно другие планы. Я не планировал. По-другому, наверное, все-таки бы свежо выглядел бы. И я прошу прощения, что, может, и невнятно что-то произнес. И слушатели скажут, это что такое. Но на самом деле это не столь значимо, не столь важно. А важность заключается в продолжении наших вот этих отношений. Я вообще не за то, что сейчас в эфире и слышат меня, или вам это понравится. Я искренне убежден, верю, я надеюсь, что иначе по-другому никогда не будет. Вы знаете, сейчас недавно посещал Турцию, министр иностранных дел Южной Осетии, буквально полтора месяца вместе с Медоев, господин Медоев, и мы общаясь, мы у них есть желание, я думаю, что оно существует. Мы проговаривали вопросы об открытии представительства Южной Осетии в Турции. Но я им сказал такие слова, ну, представительство может завтра быть, там, через какое-то время, но то, что ваш культурный центр осетинский я посещаю и дальше буду посещать, и вы будете там жить, я вас доверяю. Я к чему эти слова? На самом деле мы должны быть сейчас в одной упряжке. У нас одна цель, это сохранение традиций, культуры, языка. Мы же не понимаем, что сегодня можно нам поставить какие-то перед собой, ну, глобальные цели, но то, что фантазией заниматься мы не можем, что 500 тысяч миллионов перевезем, там, и тот
тот человек, где он находится, он должен помнить, по крови, кто он, и вообще свою историю должен знать. И мы должны создать там условия. Это первостепенная задача абхазского государства. Мы были оторваны друг от друга веками, там, 1,5 века. Но мы сегодня имеем возможность, чтобы мы сложности есть при переходе, много чего там, да, финансовые составляющие, границы, но ничего нас не останавливает. Мы должны все сделать для того, чтобы мы видели друг друга. Вот это мост, который, я буквально, знаете, как все-таки перед развалом Советского Союза, когда пришел Горбачев, мы соседи были, преподаватели немецкого языка, она еще заведующий курсами была. Людмила Засиловна Таркил, а мы молодые ребята, сын я закончил МИСИ, Московский инженерный строитель, я только вуз закончил. А мы с работы, она нас двоих позвала и говорит, поднимитесь сюда. Поднимаемся на кухне, она нам говорит, мы открыли курс турецкого языка, 85-86 начало года. И я вас двоих записал. Я все говорю, зачем нам турецкий язык и вообще, что это такое? Как мы выучились, там 15 лет учились, там работаем, и вдруг какой-то еще раз в университет. Она говорит, вы представляете, говорит, придет время, когда, говорит, граница откроется, и наши там соотечественники и сюда ездить будут, и туда. И я ничего не набрался, так это смелости, какая граница, Советский Союз, и какая страна, и где, что. И вы представляете, прошло столько времени, и я попадаю вообще на работу туда. Я это 25-30 лет тому назад сказал бы, да, я не поверил бы, да и не надо 25-30. То есть это неспроста все, не за то, что я попал, а за то, что вот эта дорога открыта себе. Спокойно можно любой отсюда может поехать и сюда, в Обязашку приехать, и никаких проблем. То есть мы должны все делать для того, чтобы и мы не потерялись, и они не потерялись. Я десятки, сотни людей видел, которые только услышали турецкую речь, когда они переступили порог школы. Тогда деревняки, а сейчас же по-другому, глобализация, все это. Молодежь очень плохо говорит и вообще не знает многие своего языка. Но нужно это все выправлять. И я чему-то, мы готовы, я счастлив, я готов, что я если могу принести какую-то пользу, что мы связаны вот этим приезда президента ассоциации нашего Хазбазинского конгресса и вообще отношение к нему. Я показал надежды, какие возлагают, надежды на любого ранга руководителей, которые приезжают с Абхазии, да, из этих республик Северного Кавказа, они не знают, как на них смотрят и возлагают огромные. Я думаю, что едино будем, это безусловно, и нам по-другому я и не понимаю, как можно работать. Я благодарен вам искренне, спасибо. Я еще раз прошу прощения, что я не знал, сейчас мы с Муратом, наверное, после эфира продолжим этот диалог. Спасибо вам и удачи. Я думаю, что в дальнейшем это не первый приход сюда, и мой приход сюда. Да, для ждем меня, всегда с для визитами. меня это сейчас уже по-другому. Я выйду с этого здания и большие цели, задачи, которые мне больше импульса, больше энергии придадут то, что я здесь увидел, и с вами познакомиться. Спасибо. Это все взаимно. Большое спасибо вам за беседу и всегда добро пожаловать.